решили заставить платить дань ханов Золотой Орды. Логика была проста. Раз Орда такая большая, от Днепра до Енисея, да еще и Золотой зовется, значит, у них должны быть деньги и, видимо, немалые. Расчет оправдался полностью. В малоизвестных владимирских и муромских летописях мы обнаружили очень ценные сведения. Только с 1360 по 1375 год ушкуйники совершили 8 больших походов на Среднюю Волгу, не считая малых набегов. Под их стремительными атаками не устояла даже Казань. В результате грабежей были собраны огромные сокровища, большая часть которых тратилась на оружие и постройку новых судов. Татарские купцы были настолько напуганы ушкуйниками, что вскоре начали от них откупаться, платить дань. И это в середине XIV века, задолго до битвы на Куликовом поле. Но ушкуйникам вскоре стало мало дани с купцов и добычи от небольших татарских поселений. Они задумали идти на столицу Золотой Орды. Город Сарай находится в 170 километрах от Астрахани вверх по течению Волги. Но ни на одной современной карте его не найти. Мы решили отправиться на то место, где когда-то находилась столица Золотой Орды. Быть может, нам удастся найти какие-то следы некогда огромного города. Как пишут арабские путешественники, побывавшие в Сарае в период его рассвета, город занимал площадь в 36 квадратных километров. В те времена в Сарае одновременно проживали от 70 до 100 тысяч человек. И это учитывая, что в то же время Париж населяло 25 тысяч жителей, а Лондон чуть больше 30. Сарай справедливо считался крупнейшим городом Европы и даже Азиатского Востока, сравнимый по мощи с Багдадом, Каиром, Константинополем и Римом того времени. Действительно, Сарай-Бату был самым богатым городом Золотой Орды и абсолютно не соответствовал нашим представлениям о том, как должны были жить кочевые племена. Большинство людей считало, что и считает, что это был город кочевников, город палаток. Так ли это? Ну, опять-таки, как и современный город, среди веков город был разноплановым. Это были сооружения и достаточно большие, и сооружения достаточно маленькие. То есть все зависело от человека, от социального статуса человека. Чтобы представить, каким он выглядел, достаточно вспомнить, как выглядит Бухара, Самарканд, то есть среднеазиатские города, города Ирана, где сохранились здания и сооружения Средневековья. А как так произошло, что ничего не осталось? Здесь две причины – время и люди. То есть когда еще сохранялись следы города? До 16 века даже в письменных источниках упоминается город Сарай. То есть это был город, пусть он был уже небольшим, не имел того могущества и влияния, но это был еще населенный пункт городского типа, где были сооружения, где жили люди. Вокруг столицы были невысокие стены из камня и обожженного кирпича. Войти в самую богатую часть города можно было только через хорошо охраняемые ворота. Ну вот сейчас мы с вами были на вершине бугра, и там была одна картина. Очень сложно оценить то, что находится под землей. Обрыв бугра, который размывается водами, и вот сейчас очень прекрасно видно по обрыву бугра, что находится под землей и как откладывался город. Все эти остатки культурных строений, сооружений, различных хозяйственных объектов, вот у нас на картинке. Да, тут много следов деятельности. Это, видимо, остатки какого-то сооружения, потому что это не просто торчащие кирпичи, а видно, что они скреплены раствором. Да, тут столько всего интересного. А вот какая любопытная находка. Я, конечно, не специалист, но мне кажется, что это изразец. Какой-то деревянный сруб. Татары считали Сарай-Бату одним из самых безопасных городов своей империи.
Сюда стекалось богатство не только в виде дани из покоренной Руси, но и товары со всего мира. Вспомним, что это было за время. Конец XIV века. Русь понемногу начинает восстанавливаться от татарского нашествия, но все еще платит огромную дань Золотой Орде. Русичи только-только начинают собирать какие-то силы для противостояния завоевателям. Пройдет не одно десятилетие, прежде чем к стенам Сарай-Бату смогут подойти русские князья. Но в 1374 году это казалось невозможным. Сарай был построен не на берегу Волги, а на ее рукаве, на берегу реки Ахтубы. Она была слишком мелководной для тяжелых военных судов с отрядами бойцов на борту, но только не для ушкуйников и их легких маневренных кораблей. Осадка кораблей ушкуйников, как мы помним, была чрезвычайно низкой даже для речных судов, всего полметра. Этого было достаточно, чтобы подойти к стенам города по реке. Ушкуйники, в принципе, могли здесь оказаться? Да, зайти с Волги на Ахтубинский рукав, пройти по Ахтубе, вот, тем более если учесть, что у ушкуйников суда были с мелкой осадкой, а Ахтуба тоже не глубоководная река, то это вполне реально. Скорее всего, ушкуйники подошли к сараю рано утром, на рассвете. Вот здесь можно было ближе всего незаметно подойти к городу. Они быстро перебили немногочисленную охрану, и путь в сарай был открыт. Теперь можно было грабить беззащитный город. Грабить Сарай-Бату слишком долго ушкуйники не могли. Против татарской армии, которая могла подойти в любой момент, им было не устоять. До этого и не требовалось. Они нагрузили свои ушкуи самым ценным – золотом, драгоценностями, дорогими тканями, оружием – и отплыли так же быстро, как и появились. Чтобы за ними не снарядили погоню, ушкуйники подожгли сарай с разных концов. Степной город вспыхнул мгновенно. Начался самый страшный пожар в его истории. Но вот загадка. Ушкуйники безнаказанно ушли из сарая с огромной добычей. Никогда еще у них в руках не было таких сокровищ. Однако ни в Новгороде, ни в Хлынове ушкуйники так и не появились. Куда они пропали с казной Золотой Орды? Мы стали искать какие-либо документы, которые могли пролить свет на эту загадку. В руках у ушкуйников были колоссальные богатства. Добыча – одна из самых больших за всю историю военных набегов. Но сокровища вместе с их новыми хозяевами бесследно растворились. Не стоит забывать, ушкуйники держали в страхе значительную часть Золотой Орды в годы ее расцвета. Ограбив столицу, они могли скрыться на своих судах куда угодно, увозя с собой несметные сокровища. Но нам показалось странным, что ушкуйники исчезают сразу после своей громкой победы над татарами. Что же с ними произошло? Вот что мне удалось обнаружить в арабских источниках, датируемых XV веком. Только они раскрывают дальнейшую судьбу ушкуйников, ограбивших сарай. Если верить этим сведениям, то сказочная добыча заставила ушкуйников позабыть о всякой осторожности. После грабежа столицы Золотой Орды они двинулись еще дальше, к Каспию. В низовьях Волги один из местных ханов устроил в их честь грандиозный пир. Захмелевшие воины совсем потеряли бдительность, и в разгар пира на них бросилась толпа вооруженных татар. Так погибла вся дружина до последнего человека. Татары не знали жалости. Началась страшная резня. В живых не осталось никого. Все ушкуйники были безжалостно убиты. И что же, золото вернулось к хозяевам? Нет.
Ушкуйники, ограбив сарай, прежде чем уйти на Каспий, должны были спрятать сокровища. Продолжать боевой поход с такой добычей невозможно. Но куда было спрятано награбленное? В целом